В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Сокровище народа. Way Matstone, Aka Way Helhardstone, Way Iliashstone, Aka Way Damulatone, Дахаровой, Хаздиду, Тадиду. Рамзан Кадыров посетил мероприятие ко Дню чеченского языка. Расскажем о главном элементе в национальной самоидентификации. Территория, свободная от туберкулеза. На Конгрессе будут рассмотрены все самые современные вопросы борьбы с туберкулезом. Глава республики посетил 12-й Всероссийский съезд фтизиатров. В Грозном он проходит впервые. Сколько специалистов собралось в столице? Родина, мать зовет. По своему внутреннему убеждению принимает в этом участие, максимальное участие. Поэтому, ребят, низкий вам поклон за это. Исполняющий обязанности председателя Хабаровской городской думы Игорь Ягудин изучает в Российском университете спецназа военное дело. Расскажем о патриотах Отечества. За небольшой период проделана колоссальная работа по популяризации и совершенствованию родной речи, отметил Рамзан Кадыров на мероприятии по случаю празднования Дня чеченского языка. Он один из самых крупных, входящих в группу кавказских и относится к подветви нахских. Имеет несколько диалектов и статус государственного. Язык – сокровище нации, в котором хранится культура, являясь главным элементом в национальной самоидентификации. Говорили сегодня про это много и долго во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Мой коллега Турпал Али Тайсумов подготовил сюжет, посвященный чествованию одного из главных национальных праздников. В концертном зале Дворца торжеств присутствует дух чеченской культуры и праздничная атмосфера. День чеченского языка – это праздник одной из титульных наций Российской Федерации. Глава региона Рамзан Кадыров посетил торжественную программу лично. Все участники одеты в войнахские костюмы, как и подобает национальным традициям. В зале присутствуют писатели, религиозные деятели, учителя школ и вузов. Все те, кто ежедневно занимается укреплением родного языка. Министр образования и науки субъекта Хошбауди Даев рассказал о огромной роли чеченского языка и важности его сохранения и развития. نخشي مت شرن شوحة ديانشو نخشي مت دينز ملخا خلق كرد بلغلويو تسو خلق شي موت خلر موت بو خلق دو موت بات خلق دات اولشتو دائما دا غازت قبل دل والحلق البريزيدنت احمد حاجسه شي قميل دائما حق درز شاغ دورق از وين هيتس ومن وشكاحة هو إكرانت حقيتن بولشو بوتش قيت مح داليرة نخشي مت خلات دولو أحمد حجي سيلاح دشنش تحجم لا ديو أتدشني ويليش قبيخ كزلونش سانجيح يسريوش قيتم تشاغ بلل كارجي معن درقسير. Руководитель субъекта поблагодарил всех, кто трудится на пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи. Рамзан Кадыров отметил, что за короткий срок проделана огромная работа для популяризации и совершенствования знаний родного языка. У чеченцев есть такое понятие, как конах, означающий идеал мужчины, и этому статусу должна соответствовать вся сильная половина республики. Только истинный конах встанет на защиту религии от посягательств сатанистов, отмечает политик. مت دلش دينستون دال دونه ومت قستن دون ومخ قستن دون داخل بلويلوين دون دال موت عملر دونه بينل ميدل إيمان لويلوين دال وليلوش درك شديد جشيد حليل شيد علاشن جين دو لوي دون وشوا دونه ويتح وسرت كيسكن ديح دون وين جوتش جد نوتشي مت خزق أميال ديش فولج وين كنت دوزر عديد سريع دوتش فولشو دونه قميلة وي ونغي حوالي أصون نوتشي موت لربة بوخ وعبلناش تغنى نوتشي موت لربة نوتشي الله لريا وقري حال دين لرديش قعويوش بولا ياحي القوون هي دونه أعمل عجيد على غزق وبالدويل
Sinds dakalan cheri don, sinds ahyak chana deres hulda razo di alwari zun don. Tsar don, ahyuks buh wabilan bar nochi muat don, nochi don pachal. لقد أنت عبوس بو إبيس بيش بو إبيس وقوي ويش فودان على قابل بوخ بر إتبوخت عدانه قهوكش ويدوكو دان كنيشكش عرقيت سدان جزيتش تاقا أقري حلق ويدانه تقول بندان يمت ديك خوش بش دشنش دوش بش دشنش غوشتوش بش دان سالت بابش عامد عش بول نيت يا هواي تران داك مشتال أولكش دان أولكش دان وي تران دوكو هيت دل دان أولش دان غوش كاتشين عشت دوش عشينت دو أدم دان حلال هذا بريتشة إيتشة وليتشة بريتشة ترشالة أدمش دان هون جيتش دان تلويزة شوح إيش قوان غيت خنز إيش تين خز هولدات تين سبتش خز هولدان تران دان وي دان دار مولح ديل دوش دلهم دا شادر جدا خزدو شادر جد توشتو شادر بح بياتش ديت ميشتو ديت ديشتو دان تن ديتش شوق يخل ديشتو ويدان تران دان شوق يبوش مت إقام دينلر دي دوش عش ديل دو على أربعة ويك أنت دراز قبل دكان شري لازين شري تران أحيوش بول شري تران إتيار أزر دان ويدان نوشي كان تو دان أحيوش دان أوكرين دوز ياها يصير بوق دان شن مسألة ويلش تاني قوان هو يجيش سمور شوال نحكي وشا بوشوال قوان خلوي شوال دانه دنيا بوج بيدول يوصل تعتق خلصنا يوصل تع ولا خلوي خلصنا دان قوان بوش درج دانه أتلوشي أتدان دقلوش داتس إدندل دان درج دقش دق هذا بوش ولك إنش دانه صار بوق دان على صار ويت إيوتر داتس دان قيش دانه باش حالش قاعد دوستل أقري دانه إيرتشوم بوصل تكان خليشات قران داك درد دانه پیامبر دل سامار شدان تندان اکیوش خید دان ادملی دان سینت اکیوش خید دان دال دنیاش کولش ادم دان شیع غلقشتی شیع عادشتی دان هور ندان نیس بال نیا قابلنا نیس نیا دان دلیل وجن خیلی بال دیگ بال قیت ندان قرآن سی سنت سی دان سنت دان اتسواج خیلی بال دان باقی نعمت هاش دیل پارتی یو دان شیطان پارتی یو علر و دیل پارتی عدو ولی دان Sen del partiye dağın. Busal dağın, din dağın, admallarya dağını qahiyek diye şıkılır. Dağıt dünyanın çoğayın hizza doğuştulmuş. Ve hizç ve meger doğuştulmuş. Mogüç ve dağın, itulla iriş dağın hum doğuştulmuş. Dağın dağ üç ve qawam yuqayta daqid. üç meger doğusu xayit erbol bol yaxolk enti dağın. Seyrazı dağ obol doyl. Dal işler bol dağın maştol. Dağın teşbiya kıyamırtılığına basır dağın. Gerz dağın mogüç merş boş. Şey düzel şavayn daymak tuğulman bayırkaş makbiyat bolış. Религиозным ценностям также уделяется внимание. Имамы в своих проповедях призывают быть праведными мусульманами, любить свою отчизну и ценить национальную культуру, рассказывает руководитель республики. Да, молодой, вы muatlar bir bu. Muatlar baz nohçalarla diyor. Nohçalar yatsana dünyanın çoğu diktiye yakıç ve masal üsüç ve payda üsüç tağından din urhal bolçara dağına kira paçalka don balık beşbok hiç İslamski don busal paçalka bolçara düçton ve dasbaran şena şaş masal üsüç doğru don. Çoğu elçi ve din ve dağına Nisdol din dağın, din takviyedat, çünkü ve Mosul dağına mecga bir sahiran bu. Dere sol şey sağla hacına ibah iştahvat var dağına, lukavul hor dağına, minber dağına, hiram sabu dağına. Ve guştu Mosul mecga dağına, hiç dol mecga dağına, beş vol hirmaş. Din dürstol avvanş dağına, yo ya hatsar dağına, lielostol, din doğuştol humuş. Avema ka inister bandoşa. شو مثل يوتش باشه دانه که امنش کابل بوسال پچ هاش کابیش باچره و مثل یوتستان دال مولا دانه و متستان اقا و خلقردستان و ایلیشتستان اقا و دال مولا دانه
داخل خزدي دو تادي دو داكا اتمستاشن دون ملج أولا أرخنانا تير بوهم تارو أربعكم أمنشن قبا يشوش أم هلك داكا ولا يوش دون تار أربعكم بول دونا ويدا بولا وقدي حلق دونا بورا دوش يستابيل بو تدير سونا ويدونا شادريجي يود صدق الله محتوى دونا دالده الله كوي نوتشي مت دز دينس دون دال اسمك شمش داخل دون ويلو يقوم دا ويدون أكا وجهك بيش مولشان مسنا دون دا برتصعب بس هدالته بول. Возглавляющий терминологическую комиссию по чеченскому языку, руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов рассказал, что с момента объявления 25 апреля Днем чеченского языка в 2007 году указом руководителя субъекта в регионе проделан огромный путь в становлении национальной речи и ее развития среди людей всех возрастов и профессий. نوچی موت عالش برنا قیورنا بارجورنا عالشونسا تا اشت قومن کلتوری خا دایمخ خدوزل دایترن چون استوریا خیلچون سیپوسر حوج اولنش آخرن تحاجین دیش تایپ تایپن تماتیکن یولو قوس دلش دو کلاسنی ساعتش قیتوش قیورن قمیلش دو نوچی موت عالش برنا قیورنا غلقش دیتری دیش دایحنا گورگ ستویلش علمن پرکتیسکی کنفرانسیش lekties, seminars. Nochtje met een schern leren school, gekeurd niet is dan nochtje met een gozen steolo, aardakijk nochtje moet gaan kozenbo. Cigatel chan soort hajine, $1 zo $8. Goeitiesne do nochtje met een halt eo, schena atolus daur killer. Als de gerde al doch zo nochtje met een dienste. Здесь же он вручил Рамзану Кадырову на память один из новых толковых словарей родного языка, дополненный множеством слов и их значений. В рамках культурной части мероприятия зрители увидели спектакль «Долгие ночи Абузара» по пьесе народного артиста Мусы Ахмадова. Он повествует о непростой судьбе писателя Абузара Айдамирова. Этот день по праву считается одной из важнейших дат в развитии субъекта. Так считают и сами зрители. Чеченский язык один из древнейших, его значимость столь же высока, как и его богатство. Сохранить и приумножить – это долг каждого жителя. Турпал Алита Исумов, Магомед Басаев и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Чеченская республика в числе лидеров по борьбе с туберкулезом, отметил Рамзан Кадыров в своем выступлении на 12-м Всероссийском съезде фтизиатров. Проходит он один раз в 5 лет и проводится традиционно в регионе, который лучше всех справляется с данным заболеванием. Поэтому в качестве площадки выбор города Грозный не случайен. В рамках мероприятия запланированы пленарные заседания, собрания профильной комиссии Минздрава страны, а также принятие декларации съезда. О торжественной церемонии расскажет Амина Тупилагова. На сегодняшний день в Чеченской Республике один из самых низких уровней заболеваемости туберкулезом и смертности от него в стране. Это результат грамотной политики руководства региона. Положительные показатели региона в борьбе с этим серьезным заболеванием стали основой проведения 12-го съезда фтизиатров России в Грозном. Уникальность события отметил министр здравоохранения региона Сулейман Ларсанов. На нем присутствует около 700 профильных специалистов со всех регионов страны, включая 4 новых. Конечно же, такое масштабное мероприятие не осталось без внимания Рамзана Кадырова, который прибыл вместе с соратниками. Рад приветствовать вас в столице Чеченской Республики. Я горд, что площадкой для проведения этого съезда был выбран Грозный. За последние годы сфера здравоохранения республики вышла на совершенно новый уровень. Увеличилась продолжительность жизни, сохраняется естественный прирост населения. Мы понимаем важность борьбы с туберкулезом. Наша республика уделяет достаточно внимания этому. Я хочу призвать глав других регионов обратить внимание на проблему туберкулеза и усилить меры борьбы с этой опасной болезнью. Сегодня для нас важной задачей остается постоянное повышение уровня квалификации специалистов. Пользуясь случаем, хочу попросить всех
проголосовать за Ирину Анатольевну на предстоящих выборах президента Российского общества фтизиатров. Ирина Анатольевна внесла большой вклад в научные исследования по борьбе с туберкулезом, и она всегда оказывает помощь и поддержку Чеченской Республике, за что мы ей очень благодарны. В завершение хочу пожелать участникам съезда плодотворной работы. По завершению выступления Рамзана Кадырова главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева попросила остаться его на сцене. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, от имени российских фтизиатров позвольте вас сердечно поблагодарить за оказанную нам честь вашего личного присутствия и открытия столь важного для нас форума, за вашу поддержку и за вашу помощь в борьбе с туберкулезом. Хотела бы отметить роль вашей новой команды в борьбе с туберкулезом. Ведь за последние годы в Чеченской Республике действительно произошел просто прорыв в достижении поставленных целей. А ваш личный пример, в частности, в проведении профосмотров, позволил Чеченскую Республику вывести просто в лидеры по охвату профосмотрами. Чеченская Республика лидер по смертности, то есть нет смертности от туберкулеза в Чеченской Республике. И я уверена, что нашими общими усилиями под вашим руководством Чечня будет одна из первых республик, которая будет свободна от туберкулеза. Позвольте еще раз вам выразить огромную благодарность от нас всех. И вручить вам от имени наших российских фтизиатров диплом президента съезда фтизиатров России. А также памятный кубок от фтизиатров России. Огромные заслуги и вклад Рамзана Кадырова были высоко отмечены Министерством здравоохранения России в лице заместителя министра Андрея Плутницкого. Причем не только в сфере медицины региона, но и культурно-нравственного направления всего государства. Разрешите передать слова приветствия и благодарности от министра здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Михаила Ильича Мурашко. Действительно, вы личным примером показываете образ служения народу, образ служения Родине, и личным примером показываете, каким образом нужно относиться к людям. Это касается не только фтизиатрии, не только отношения к медицине. Неоценима ваша личная роль в сегодняшней истории как государственного деятеля, который сражается не только с инфекционными болезнями, но и с идеями и неонацизма и фашизма. Вы своим личным примером вы показываете, каким образом нужно относиться к людям. Та гуманитарная помощь, которая идет от республики в новые наши субъекты Российской Федерации, та теплота, которую чувствуют люди, это пример для всех нас, для всей страны. Доктора из Чечни постоянно присутствуют в новых наших субъектах, помогают и стоят плечом к плечу и с военными медиками, и с теми бригадами медицинских специалистов, которые приезжают помогать сегодня в условиях проведения специальной военной операции. Вы своим примером показываете отношение к традиционным духовно-нравственным ценностям. А мы знаем, что в прошлом году эти ценности были утверждены нашим президентом в своем указе. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, вот от всей души, от всего коллектива Министерства здравоохранения, от всех нас, я уверен, что для каждого из нас сегодня быть в этом зале вместе с вами большое жизненное событие. Мы желаем вам крепкого здоровья, побед в жизни, и чтобы Бог помогал во всех ваших добрых делах. После официальной церемонии открытия состоялось пленарное заседание «Российская фтизиатрическая служба. Достижения прошлого и контуры будущего». Здесь спикеры в докладах отобразили самые важные темы, такие как роль российской фтизиатрии в решении глобальной проблемы туберкулеза, а также в системе Федеральной службы исполнения наказаний, вопросы туберкулеза среди детей и подростков и о кооперации и торакальной хирургии. На Конгрессе будут рассмотрены все самые современные вопросы борьбы с туберкулезом. Наиболее полноценное общение будет между нашими коллегами из разных регионов. Ну и, конечно, все это даст нам
с вами возможность еще больше жизни наших и здоровья наших граждан спасти. И, конечно, мы очень рады, что это происходит в вашей замечательной республике. Вот, мы видим, как она развивается, мы видим те результаты, которые есть и в экономике, и в здравоохранении, и вот в уровне социального благополучия. И нас это очень сильно радует, и мы желаем процветания республики, медицинским коллективам и руководству. В целом, как отмечают сами участники съезда, приятным бонусом помимо новых знаний является и то, что он проходит в столице Чеченской Республики. Город, конечно, очень красивый. Мы вчера прошлись по вашему, как мы говорим, Арбату. Мы зашли в мечеть, гуляли по парку, посмотрели на людей. Люди красивые, все счастливые. Знаете, очень приятно видеть такой отстроенный город красивый. Ну, вот, и хорошие люди. Спасибо за встречу замечательную. В рамках первого дня съезда состоялось еще одно важное событие. Членам Российского общества фтизиатров предстояло выбрать президента. Свое предпочтение они отдали действующему Ирине Васильевой, за которую агитировал в своем приветствии Рамзан Кадыров. У меня невероятные чувства, даже их невозможно выразить словами, чтобы вот человек такого масштаба, как Рамзан Ахматович Кадыров, лично одобрил мою работу. Это, конечно, очень высокая честь для меня. Но в то же время это и высокая ответственность. Это значит, что мы должны с еще большим усилием, с еще большей сплоченностью работать над ликвидацией этого злостного заболевания, которым является туберкулез. Ведь туберкулез известен на протяжении многих столетий. Да? Вот сколько существует человек, столько и существует туберкулез. И что бы мы ни делали, мы улучшали ситуацию, тем не менее, пока он есть. А вот дойти до такого уровня, когда бы туберкулеза вообще не было и никто не болел, конечно, это наша такая великая задача. С 25 по 27 апреля включительно в рамках мероприятия пройдут круглые столы, мастер-классы, симпозиумы, научные поединки и многое другое. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Хусейн Мурдаханов, Сайтель Мампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. 2023 объявлен годом чеченского языка. Это мы говорим о значении, которое руководство республики придает родной речи. На протяжении 16 лет, 25 апреля, мы чествуем достояние народа. Наш язык. Проводится огромное количество мероприятий, приуроченных к дате. Столичный центр образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова не остался в стороне. Обучающиеся подготовили стихи, сценки, песни, все это на родном. В мероприятии принимали участие внуки первого президента Чеченской Республики. Мадина Нусалчиева о праздничной программе. Стихи, сценки, песни – все это на чеченском языке. После учреждения руководством субъекта в 2007 году официального Дня родного языка подобные праздничные мероприятия в регионе проходят каждое 25 апреля. Столичный центр образования также не остался в стороне. В мероприятии приняли участие внуки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Открыла праздничную программу Ашура Кадырова. Также телхаз вайгудалар кверт ала союши коман муат дай хазгылак шаар тярк бизам калар да им без гырлак ягылар вайгат чудир каря цахылар доузитуш мерз бумасын наша биза чунат эйолу цанкита дадахар. Поддержать малышей прибыли начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова и заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова. Встретили многоуважаемых гостей стихами и заводной песней, естественно, на чеченском. Абдулла Кадыров показал хорошие знания родного языка. После дети, среди которых была и Эсет Кадырова, продемонстрировали забавную сценку, в которой воспроизвели один из учебных дней Центра образования. Неожиданный сюрприз заместителю руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова сделали учителя родной школы и ученица 11 класса. Они прочитали стихотворения, написанные под ее авторством. Хоз сотурду, доғырдушын ирчал. Доғырдушын ирчал.
Ейн хуатта нохчуя. Нохчи зучун дадахя. Нохчи болла рилкя. Ордстойлы. Ордстойлы. إيمت الدنيا تتقى مدوغي маршун энчтиде ког маболи. На сегодняшний день работа по совершенствованию систем его обучения и популяризации идет усиленными темпами. И это не осталось без результатов. Самые юные жители региона охотно делятся своими размышлениями на вопрос, почему важно знать и изучать родной язык. уже حبق ونخشو فوال هايش خريات هرمي بيتيش جو سمع دار تخا جيم خلو دار وندال شوخ يوخ بفترات يشتي تسيلت تخا هي خرخو نخشي مت هي خرخو خددو تنتسو بدقتو تنير هر تاق توما سانج اخذ خيتير هندال نخشي مت وينين مت بوتاش تنالات تعديد تدوج عام داش تمسج او سموداليتا. Региональная программа изучения рассчитана на людей всех возрастов, начиная с дошкольников до студентов. С детьми разучивают песни, стихи, загадки и считалки на родном языке. Это не только пополняет словарный запас, но и развивает у них любовь и заинтересованность. خليتر يق دالا فتح نستوي فتح جاردوي موتسخيلش ام باتبو قيتم جاغبو ومسيرر. Сценки детей не ограничились одним весельем и смехом. В одной из них они раскрыли серьезную тему о жизни человека на чужбине, забывшего родную речь. Язык соединяет человеческие души. Истории с современностью, жизнь предков с нашей жизнью. Пренебрежение родным языком приводит к угасанию национальной культуры и своеобразия. Поэтому его сохранение на сегодняшний день является одной из наших важнейших задач. Мадина Толчиева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Бойцы подразделений Чеченской Республики имеют хороший боевой опыт, отметил начальник регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов в своем выступлении перед личным составом ОМОН Ахмат-1. Перед отправкой в зону проведения СВО он напомнил о ее целях и пожелал успехов. Лейла Муртазова о мотивации военнослужащих. Личный состав ОМОН Ахмат-1 построен. На проводы прибыл начальник регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов. Товарищ генерал, ОМОН Ахмат-1 для отправки в зону военной операции построен. Докладывает подполковник Арзиев. Воля. Первым делом он осмотрел снаряжение каждого бойца. Смотрите, укроп минимум, я кидину. Далее Шарип Делимханов обратился к силовикам. В своей речи он отметил, что военнослужащие региона имеют хороший боевой опыт и с честью выполняют любые возложенные задачи. رمضان عجو إيش تقولنا شو دي عادة نادرة وإذا زمدني غلايات ده مولا ويدلت وعمل عجنية ده دلازة قبل دوتن وده وإذا ويقعدوري سقوش دعور دوه ويدو حرا دول جناح ومخكر إشيتنش ودعيح شو ده مخكر أرعى جميت شو متع خلر تندو قيسم لا تربوه. Бойцы готовы выдвинуться в зону СВО и приступить к своим служебным обязанностям. Туда они отправляются, чтобы сменить своих боевых товарищей, которые длительное время находились в командировке. Для успешного ведения боя военнослужащие обеспечены самой передовой спецтехникой и вооружением. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова строго контролирует вопрос с снабжением чеченских подразделений, находящихся на передовой. Для большинства бойцов это не первая отправка в зону проведения специальной военной операции. Силовики настроены решительно, задачи остаются прежними. Нейтрализация нацистов и защита мирного населения. Лейла Муртазова, Моусур Хаджиев, Вести, Чеченская Республика.
Российский университет спецназа стал символом единения народов России. В центр ежедневно приезжают добровольцы, которые хотят пополнить ряды товарищей в зоне проведения СВО. Один из них – исполняющий обязанности председателя Хабаровской городской думы Юрий Ягудин. В Руси он не в роли чиновника, который посмотрел, оценил и ушел бы, а в качестве бойца, который хочет изучить военное дело, встать на защиту Родины. О героях нашего времени в следующем материале. Российские военнослужащие активно ведут бои в зоне СВО. Тем временем очередная группа добровольцев осваивает боевые навыки в Российском университете спецназа, чтобы пополнить ряды своих боевых товарищей. Новобранцев посетил исполняющий обязанности председателя Хабаровской государственной думы Юрий Ягудин, но правда уже в качестве бойца. Скажу, что я горд таким добровольческим отрядом, которые сами по своему внутреннему убеждению принимают в этом участие, максимальное участие. Поэтому, ребят, низкий вам поклон за это. Я в ваших рядах. В бойцовский отряд, кроме чеченцев, входят представители разных национальностей, прибывшие с различных регионов страны. Они проходят ускоренный курс огневой и тактической подготовки под руководством опытных инструкторов. Для добровольцев на базе развернут целый палаточный лагерь. Далее гостю провели экскурсию по лагерю и показали, в каких условиях проживают бойцы, а также тактический городок и стрелковые галереи, где проходят подготовку. Попав в максимально боевую атмосферу, Юрий Ягудин решил уже на месте получить пару уроков. Заряжаю, убираем палец, орудие заряжено. Все, приступить? Да. Ягудин остался под приятным впечатлением, увидев возможности боевого учреждения и от его масштаба. Отметил грамотную политику Рамзана Кадырова, благодаря чему регион достиг небывалых успехов и преобразился. Также добавил, что многие губернаторы должны брать пример с руководителя субъекта. Я очень сильно хочу принять свое личное участие, сам побывать там, потому что рассказов много, пишут еще больше. У нас информационная война, она сейчас очень сильная и очень серьезная. Пытаются изменить отношения внутренние многих людей, рассказывая, наоборот все рассказывая, а не как оно на самом деле происходит. Ну и плюс я хочу быть полезен. Я думаю, уверен, что я буду полезен нашей стране, нашей родине, еще там поучаствовать. Дай Бог, я желаю каждому вернуться живыми, ну и чтобы победа, конечно, была на нашей стороне. Добровольцы предпочитают быть в составе подразделения «Ахмат». Они знают, что в таком случае о них позаботятся и обеспечат всем необходимым. Мне очень нравится здесь, поэтому я сюда приехал. Лучшие инструктора. Спасибо большое Рамзану Ахматовичу, который вложил вклад, помогает нашим ребятам на передовой. И здесь, организовав такую базу огромную для подготовки добровольцев, очень много мужчин приезжает со всей страны. И я очень горжусь Чеченской Республикой, что принимают сюда ребят со всей страны, чтобы поддержать наших на передовой и защитить нашу страну от грязных нацистов. Российский университет спецназа давно заявил о себе как один из самых профессиональных подготовительных баз России. Поэтому желающие со всех уголков страны рвутся посетить тренировочный центр, чтобы получить самые качественные знания. Многие высокопоставленные гости региона планируют создать в своих городах аналогичные учреждения и отправлять сюда на обучение сотрудников. Лейла Муртазова, Луиза Яхяева, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Обучающимся общеобразовательных учреждений Веденского муниципалитета рассказали об Отечественной войне. Спикеры поделились количеством жертв и их трагическими историями, способами пропаганды Третьего рейха. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и организовано Координационным центром Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Слово Луизе Яхяевой. 150 ребят из 3 общеобразовательных школ Веденского муниципального района приняли эстафету в марафоне антитеррористических мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Организатором выступил Координационный центр по вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма. Количество жертв в Великой Отечественной войне, рассекреченные документы фашистской власти, способы нацистской пропаганды. Этими и другими историческими сводками с ребятами поделился представитель Центра патриотического воспитания Юрий Афанасьев. Перед нашей страной, перед всеми нашими братскими народами встал выбор, куда нам идти. И проблема заключается в том, куда нам идти, как нам выстраивать нашу общую жизнь, как нам строить нашу совместную родину. Какая система отношений должна быть между нашими братскими народами. И без исторического опыта, без обращения к нашему историческому опыту,
этого сделать невозможно. Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны нацистские идеи вновь возрождаются в ряде стран. Сегодня перед работниками сферы образования, родителями и всем государством стоит задача защитить подрастающее поколение. С учащимися также обсудили цели специальной военной операции. Мой дядя с первых дней принимает участие в СВО. Он защищает моральные ценности нашего народа, защищает нашу страну, наши интересы. Я очень им горжусь. Вторая часть мероприятия прошла на свежем воздухе. Ребята учились стрельбе. Стреляют из лука и пневматического оружия. Стартовое расстояние 18 метров. Всего здесь 3 команды, в каждой по 5 человек. Ребята не просто развлекаются, а выявляют хорошего стрелка для участия в традиционных играх народов Чеченской Республики. Подобные антитеррористические мероприятия запланированы в школах по всей республике. Финальный этап пройдет 5 мая. В нем примет участие председатель экспертного совета Координационного центра профилактики экстремизма и терроризма ЧГУ имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова Халид Кадыров. Луиза Хяева, Резван Насипов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Директор телерадиокомпании «Войнах» Рузанна Веселаева провела расширенное совещание с сотрудниками телеканала, на котором обсудили вопросы, связанных с организацией рабочего процесса. Одной из основных тем стала подготовка к мероприятиям, организованным в Грозном на май. Собравшимся рассказали о важности активности работников в социальных сетях для противодействия информационным вбросам. Вместе с тем обсудили участие в межрегиональных и всероссийских конкурсах, а также необходимость соблюдения делового стиля сотрудников. В завершении отличившихся работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от ВГТРК по случаю двойного юбилея – 95 лет радиовещания и 65 лет телевизионного. Актуальные вопросы поиска источников не только долголетия, но и активности обсудили в социальном фонде одни из самых передовых пенсионеров Чеченской Республики, члены местного регионального отделения Союза пенсионеров страны. Данная встреча стала возможной благодаря общероссийскому проекту «Энергия Побед», который является победителем международной премии «Мы вместе», созданной при поддержке президента и правительства России. Репортаж Медины Мударовой. Победитель номинации «Мы вместе. Россия» Борис Евгеньевич Гуркин. Мы награждаем победителя и всех лауреатов. Номинация «Мы вместе. Россия». Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Чеченская Республика. Город Грозный. Проект «Энергия Побед», как и региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджикадырова, занимает активную социальную позицию, работая над популяризацией здорового долголетия. Это важно именно в настоящее время, когда опыт старшего поколения приобретает особую важность для общества. Представители проекта привезли фотоработы с активными пенсионерами, фильмы с историями ветеранов, чья карьера и победы не заканчиваются несмотря на возраст, и рассказы о новом векторе развития проекта. Его основой станет книга с художественными произведениями про ярких долгожителей, в котором будут истории из Чеченской Республики. Проект более направлен на такую возрастную категорию, и они специально интересовались Чеченской Республикой, потому что мы славимся своим кавказским долголетием, своим здоровьем. От питания все это зависит, поэтому все-таки без таблеток, без вспомогательной помощи не обойтись, поэтому я поддерживаю их проект. Грозный уже 5-й город, куда приехала выставка проекта «Энергия Побед». Это стало возможным благодаря партнеру проекта Елатомскому приборному заводу. Его продукция направлена на поддержку здоровья, долголетия и борьбу с болью при артрите, артрозе и остеохондрозе. На выставке все желающие смогли пройти процедуру магнитотерапии и получить консультацию у директора по медицине компании «Еламед». Мы выпускаем аппараты серии «Еламед» с 2000 года. Они способствуют снятию боли, воспаления, сохраняют суставы и борются с сосудистыми изменениями. Мы с воодушевлением поддерживаем проект «Энергии Побед». А также мы очень гордимся нашему тесному сотрудничеству с Союзом пенсионеров России для того, чтобы способствовать активному долголетию
и здоровому долголетию наших долгожителей. Я думаю, что для людей старшего поколения и эти приборы Альмаг-1 и Альмаг-3, они помогут улучшению состояния здоровья. И компания, она была известна не только в России и за рубежом. И я думаю, их приезд поможет хотя бы немного улучшить здоровье наших пенсионеров. В этом году в рамках развития проекта мы стали больше внимания уделять именно живым встречам. Нам важно видеть реакцию, которую дают наши фильмы, наши истории. А живые истории, как правило, они дают больше отклика, потому что это история реальных людей. Особенно волнительно для нас было приехать в Чеченскую Республику, которая славится своим отношением к возрасту. Поэтому мы надеемся, что уже в следующей вехе развития проекта у нас появится история про активных, мудрых, именно чеченских жителей почтенного возраста. Сейчас мы готовим не только фотовыставки, мы готовим отдельную книгу с художественными рассказами для тех, кто не любит смотреть телевизор, не любит погружаться в интернет, кто предпочитает шелест страниц просто. И в этой книге будут истории тоже про активных пенсионеров именно в художественном формате. Пользуясь возможностью, компания Еламед передала в дар самые эффективные аппараты Алмаг Плюс и Алмаг 01 фонду имени Ахмата Хаджикадырова. Я надеюсь, что благодаря вот этому проекту, обширному проекту, их помощь дойдет до каждого нуждающегося. В рамках проекта также есть сервис «Задай вопросы врачу», где все, кому необходима помощь, могут получить оперативную консультацию у специалистов разного профиля, совершенно бесплатно, не покидая дом. Опыт и мудрость старшего поколения – это ценности, которые важны всегда. Пожелаем нашим пенсионерам подольше оставаться активными, а социальным проектам успешного развития. В будущем с проектом сможет ознакомиться и вдохновиться вся Россия, а для поддержки жителей Чеченской Республики компания Еламед дает возможность приобрести аппарата Алмаг Плюс и Алмаг 01 по промокоду СПР 2023 на своем сайте almag.com или Озон со скидкой 15%. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.